Друзья, в этой части я предлагаю продолжить разговор о попытках России дестабилизировать Республику Молдова, используя для этого регионы, которые она контролирует политически. Один регион контролирует и де-факто, и де-юре. Приднестровье и Гагаузию, которую контролирует политически. Как Россия попытается это сделать и чего ожидать вот в этом политическом сезоне, важно для Республики Молдова в этом году. У нас предстоят президентские выборы, еще и референдум. Я предлагаю поговорить с Марианной Присяжнюк, журналистом-международником, который отслеживает в том числе и вопросы, связанные с дезинформацией и пропагандистскими нарративами России. Марианна, приветствую вас. Добрый день. Рад вас видеть и благодарю, что нашли время прийти к нам и прокомментировать ситуацию. Вот эти последние новости, вы, уверен, следили за новостями сегодня в Молдове, и директор СИБа вышел с заявлением по поводу того, что как Россия собирается дестабилизировать ситуацию в Молдове перед президентскими выборами. И вот этот визит руководства Гагаузии в Санкт-Петербург, как вы это все оцениваете? К чему готовиться с вашей точки зрения? Я думаю, что то, что произошло вокруг визита делегации Гагаузии в Москву и до этого вокруг событий со съездом приднестровских депутатов, и даже еще раньше, если отмотать, как это все развивалось исторически, вплоть до того, как госпожа Башкан была избрана, в какой способ, кем поддерживаемо и как это все происходило, я думаю, это все развитие одной и той же истории. И, тяжело сказать, вовремя или запоздалая реакция господина Мустаца на эти все события. Все-таки хочется верить в то, что молдавский СИБ должен оставаться непубличным и проводить какую-то свою работу без таких отчетов. Такую пресс-конференцию можно оценивать с двух сторон. Либо это проактивные какие-то меры на опережение, либо уже все настолько так поздно и запущено, что приходится выходить публично и подводить такой итог того, что происходило как минимум прошлый год, если брать во внимание этот актуальный политический цикл. Из его выступления я понял, что он больше говорил о предстоящем годе, этом годе, то есть что ожидается в этом году перед президентскими выборами. И он говорил даже о следующем 2025 годе тоже. То есть вы считаете, что все настолько поздно или вот это интересная мысль, которую вы сказали, либо все уже потеряно, либо оперативная такая работа на опережение? Вы знаете, мне хочется, конечно, надеяться на лучшее, но все-таки те движения, которые появляются в пространстве вокруг Молдовы и в самой Молдове, и в сепаратистских регионах, это все очень опасно. И, я сейчас говорю как с точки зрения интересов Украины, потому что я все-таки украинский журналист и работаю в украинской аудитории. И для нас это выглядит очень опасно, потому что вот давайте начнем с Приднестровья даже, вот с того съезда, который состоялся. С одной стороны, мы все смеялись потом по итогу, что Владимир Путин ничего не вспомнил, ничего не сказал, и это выглядело как такое, знаете, приднестровцы еще даже подставили президента России, потому что поставили в его неловкое положение. Мы даже смеялись, что это в них украинские корни говорят, потому что только мы так умеем. Но когда уже поехала Башкан Гагаузии, встретилась с Матвиенко и повторила этот же нарратив, уже становится не так смешно, потому что игра становится похожей на такую долгую стратегию, как раз не рассчитанную на то, чтобы получить какой-то конкретный результат в какой-то определенном месте и в каком-то определенном временном отрезке, как вот, например, во время обращения Путина к федеральным сборам. Это выглядит, наоборот, как раз вот таким дестабилизирующим, долгоиграющим подходом для того, чтобы
оставаться на поверхности в информационной среде, оставаться на поверхности и для украинских СМИ, и румынские коллеги на это тоже смотрят и переживают, что происходит. Ну и, конечно же, держать в тонусе таком тревожном молдавские власти. Ну, как бы, если так абстрагироваться от того, кто куда кого тянет, в Европу или в СНГ, и вот, кстати, Путин тоже не просто так, он про новую такую структуру, архитектуру безопасности в рамках Евразии вспомнил. Это все очень опасно выглядит и на фоне таких точечных активных действий, которые сейчас мы наблюдаем в Молдове, как вот какие-то провокации там против гагаузских людей, что я уверена, что это провокации, потому что ну, слишком много совпадений. Знаете, как говорят известные информационные преступники, совпадения не думаю. Ну и вот таких на самом деле провокаций в последнее время было очень много, подозрительно много. Ну, точно так же, как и в Гагаузии, были некоторые такие моменты относительно украинских беженцев, разрисованные какие-то машины, да Да. тоже совпадения не думаю. То есть это все нагнетание общественного такого градуса для того, чтобы поддерживать волны, на которые потом уже такие безответственные политики едут и что-то там просят, инструментализируют вот эту методичку. А тут, внимание, методичка на самом деле очень интересная, потому что 2024 год, вот знаете, они в Кремле, ну и их адепты в Молдове и в Украине в том числе, вообще эта категория людей, они же любят инструментировать вот эти сакральные даты и превращать их для нынешних геополитических условий в какую-то гибридологию. То есть у нас 2024 год, 80 лет Яско-Кишиневской операции. И именно в этот год у нас президентские выборы, референдум об объединении с Европой. То есть, что может быть еще, как не объединение с Европой, как не евроинтеграция, может привести Республику Молдову в единое какое-то румынское пространство с Бухарестом. То есть этот год это просто бинго для российской пропаганды. И я очень надеюсь, что вот у вас появился Центр стратегических коммуникаций, Патриот. Я вроде как, насколько я знаю, он уже заработал. Уже не патриот, то есть он уже не патриот. Да. Ну, как бы он ни назывался, вот эта методичка, грубо говоря, которую я описала, вот этот гранд-нарратив, это как раз их работа, исследовать, как это может быть использовано против Республики Молдова. Потому что на примере Украины, на примере других стран, да и на примере Приднестровской войны, которую Республика Молдова пережила, и не так давно, 2 марта, если я не ошибаюсь, ваши трагические даты, мы это все прошли, и нам нужно использовать свой же опыт прошлого для того, чтобы защитить свое хотя бы настоящее, дать себе шанс на будущее, не говоря уже о защите какого-то будущего. То есть дать себе, на эти вещи нужно смотреть шире. Это моя главная мысль. Да, но давайте теперь раскроем некоторые детали. Вы уже частично их упомянули. Ну, если говорить о сакральных датах, ближайшая сакральная дата — это 9 мая. Да? Следующая сакральная дата — та самая Кишиневская Ясская операция. Здесь она, по-моему, в августе отмечается, как раз в тот же день, когда отмечается день, скажем так, другая часть света цивилизованного, да, то есть как бы отмечает это как день памяти жертв всех тоталитарных режимов. Это в августе, по-моему, происходит. Была попытка пару лет назад противопоставить этой дате вот ту самую годовщину и Кишиневской Ясской операции. Как это все будет отыгрываться здесь или не только здесь, с вашей точки зрения, в ближайшее время? Ну, 9 мая не за горами, уже практически через 2 месяца, можно сказать. Я думаю, что они уже готовятся, и это не то, что я думаю. Я вижу, как они делают отчеты уже о каких-то мероприятиях, что они делают. Но опять же, вот эта история с вандализмом, какой-то памятник повредили. И потом этот Ну, вы имеете в виду в Кангазе вы имеете в виду, так?
Насколько я помню, в Кишиневе. Ну, то есть одна из актуальных историй. Я думаю, что это элемент подготовки, потому что сейчас, когда преобладают такие гуманитарные проблемы, экономические проблемы, я не думаю, что это приоритет даже для каких-то хулиганов идти вредить памятники. То есть и ситуация идеологически, она не пребывает в том контексте, чтобы даже молодежи или каких-то накрученных маргинальных элементов, чтобы у них была какая-то мотивация это делать. Я думаю, что это все, эти провокации как раз ложатся в канву вот этой подготовки к этой дате, которую вы упомянули. Ну вот смотрите, тут и еще одна группа людей выходит, там какой-то они советский календарь издали для там тесты какие-то для диктанта победы. То есть это все будет сетка мероприятий, вокруг которой, возле каждого мероприятия будут группы организаторов, которые будут собирать людей. Этот весь нетворк разрастаться. Потом 9 мая вы традиционно увидите вот эти автопробеги с флагами. То есть это будет победобесие. Ну, в том году имела честь это наблюдать, скажем так, иронично. Но как это будет в этом году, я думаю, что у них вот этих инструментов это все демонизировать еще больше появилось тоже больше. И, конечно же, попытки, то есть достаточно 10 каких-то радикальных молодчиков, 10 парней, чтобы там толпа из 1000 людей, превратилась в какой-то хаос, месиво. И, конечно, нужно следить, как они между собой координируются. Вот недавно тоже имела огромное удовольствие, в кавычках, слушать для Приднестровского телеканала вашего этого маргинала Алексея Петровича «Солдат Победы». Вот он прямым текстом говорит, что между нашими организациями и приднестровскими организациями есть связь, мы координируемся. А я вам напомню, еще в Молдове у вас есть такая интересная группа людей, которые как патриоты Молдовы, по-моему, как-то так. Да, но это Алексей Петрович, кстати, к слову сказать, в Гагаузии, по-моему, в прошлом году мы писали об этом, читал какие-то лекции про Сталинградскую битву в школах Гагаузии. Лекции — это прекрасно, а организованная вооруженная группировка, организованное злочинное группирование на украинском языке. То есть как это на русском? То есть это уже лекции — это хорошо, а организованная преступность — это плохо. И если есть связь между этими событиями, что люди устраивают провокации и тем более координируются, это уже другой вопрос. Остается надежда на то, что господин Мустац и его институция проводят компетентную работу, я не знаю. Наше дело задавать вопросы и анализировать. Вот пока наш анализ в Украине выглядит не очень обнадеживающе относительно Молдовы. Очень многие задаются вопросом, окей, как может Россия дестабилизировать ситуацию, и все ссылаются на то, что у Республики Молдова нет общей границы с Российской Федерацией, и это нас спасает. В новых реалиях, в реалиях 24 года и 25 года, будет ли и дальше спасать Республику Молдова то, что нету общей границы с Российской Федерацией? Почему об этом говорим? Потому что, то есть, если нет общей границы, нет возможности завести сюда те самые диверсионные группы вроде Гиркина-Стрелкова для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и развязать какую-то локальную войну. Эта ситуация изменилась в этом плане? Россия научилась это делать без того, чтобы иметь общую границу или нет, с вашей точки зрения? Я думаю, для того, чтобы дестабилизировать Республику Молдова, к сожалению, можно найти другие способы, нежели это был Гиркин. Конечно, 2015-2016 год, когда и дальше к 22-му, когда Россия активно вела такую подготовку к вторжению, взрывались склады по всей Европе, Чехия, Болгария. Да. В Молдове происходило этот транзит этих людей, Петровых, Башировых, которые ездили по Европам любоваться шпилями. Вот есть информация, что в Молдове как раз они пересаживались,
какой-то трансфер делали и без всяких каких-то перешкод, извините. Ну, я думаю, что сейчас логистика немножко усложнилась, но вот все-таки остаются какие-то каналы и со Стамбулом, и вот рейсы в Грузию открылись, ну тоже вот прямо почему сейчас и почему в Тбилиси, там где осели вот эти российские, хорошие русские, которые бежали, ну то есть тысячу людей из России, ну то есть почему именно сейчас и почему с Тбилиси? То есть, казалось бы, не та страна, где проживает молдавская диаспора таким, ну, в таких огромных количествах. Ну, то есть это что касается логистики. А что касается непосредственно вашего вопроса, я думаю, что ну, российские хакеры, они себя показали как опасное звено в этой всей машине. Они способны проникнуть в американские выборы и в личные почты американских чиновников, европейских чиновников. Они способны положить Киевстар. Вот прошлая зима для украинцев была тяжелая с точки зрения атак на энергетическую инфраструктуру, но когда россияне отключили на день, атаковали главного мобильного оператора, когда у тебя нет интернета, когда у тебя нет связи, когда у тебя нет карты, когда у тебя не работает приложение оповещения воздушной тревоги. Ну, оно, кстати, по-моему, работало, но когда связь с близкими в условиях войны является ну, источником выживания для очень многих людей, и этот источник нарушен технически, это ужасно. Это еще опаснее, чем если ты сидишь без света несколько суток. То есть, в принципе, была такая паника, ну, ситуация была решена, но была паника с точки зрения, что Россия нащупывает новую стратегию, как погрузить Украину во тьму в новую зиму. Но это не получилось, тоже, может, какие-то меры были предприняты, не знаю. Ну, то есть это второй элемент. Если положить, например, Mold Shell или Orange, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы устроить какой-то хаос на какой-то короткий период, и если это еще и поддержать какими-то дестабилизационными действиями там, на уровне каких-то Петровичей, это может быть ужасно, и это могут быть ужасные последствия. Ну, давайте еще вспомним такой элемент, как дроны. Ну, украинские дроны долетают до Санкт-Петербурга. Россия тоже обладает такими мощностями. И тут, конечно, безусловно, нужно какое-то сотрудничество и с Украиной, потому что мне кажется, что я не знаю технических деталей, но мне кажется, что Молдова не обладает такой способностью защититься от таких атак самостоятельно. Поэтому здесь, конечно, Украина, Румыния могли бы помочь. То есть, ну, вот вам сходу три элемента, чем можно заменить Гиркина, условно говоря. И при том имея такое широкое представительство агентуры в самой стране, которые там будут, ну не то, что там, я так уже фигурально говорю, не то, что там наводить эти дроны, как это было в Мариуполе с ракетами, ну то есть которые будут способствовать тому, чтобы панические настроения разрастались, которые будут способствовать тому, чтобы необходимые эмоции преобладали среди людей, ну и руководить вот этими сетями, которые они создают под предлогом лекций о Сталинграде, под предлогом диктантов победы. Ну, наверное, последний вопрос по поводу Приднестровья. Потому что когда началась вот эта полномасштабная агрессия, ну, 2 года назад, в 2022 году, все ожидали, что... Марьяна, вы с нами? Да, да. Тут немножко подвисает интернет, поэтому все ожидали, что как бы больше всего проблем для Республики Молдова будут исходить из Приднестровья, но мы видели, как Россия пыталась раскачивать все эти 2 года Гагаузию, Гагаузия громче всех кричала из регионов, да, скажем так, критика в адрес правительства за те усилия, в том числе по поддержке Украины и так далее. И вот, опять же, да, с этим съездом депутатов всех уровней все ожидали каких-то громких заявлений. И тут, вы сами это отметили, да, бамс, руководство Гагаузии едет в Санкт-Петербург. Дальше это также будет происходить, скажем так, Приднестровье будет сидеть тише воды, ниже травы, потому что шериф будет защищать свой бизнес, наверное, да, и больше всего будет это из Гагаузии, или как эти два элемента будут друг друга взаимодополнять, с вашей точки зрения, в информационной дестабилизации и вообще в политической дестабилизации Молдовы? Ну,
прежде всего, я с вами здесь соглашусь, что гагаузский сепаратизм, он опаснее, чем приднестровский сепаратизм, потому что Приднестровье – это официально оккупированная территория 2022 года, ну и до этого, это ни для кого не был, до этого были обращения и господина Филиппа, и госпожи Санду с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что с призывами к России вывести иностранные войска с территории нейтрального государства. Это все мы слышали, и поэтому нам есть чем оправдать, если будут с территории Приднестровья какие-то провокации. Что же касается Гагаузии, это официальная автономия, в Украине это знают, что это официальная автономия в составе Республики Молдова, которая имеет право на реализацию своих культурных потребностей, на сбережение своей культурной идентичности, но вызывают вопросы, и, на мой взгляд, это риски для Украины в этом смысле, что они вместо того, чтобы сохранять свою идентичность, почему-то решили сохранять русский мир. И то есть с такой очень формализированной точки зрения они используют свои правовые какие-то регуляторы. Особый правовой статус. Проще, особый правовой статус, да. Правовой статус и пользуются всеми механизмами для того, чтобы это право реализовывать. Но саму суть этого права они подменяют. И в этом и состоит вот эта гибридная угроза, которая исходит из Гагаузии, потому что вроде как ничего такого они не нарушают, но то, что они по сути это используют против Кишинева, против международной безопасности, в контексте региона нашего, конечно, это вызывает вопросы по существу как раз, то есть не к тому, как они обходятся со своей автономией, а кем они себя видят в этой автономии. И в каких целях они это все используют. Да, я согласен с вами. Госпожа Присяжнюк, Марьяна, я благодарю, что нашли время, пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо.